В эфире новости, в студии Анастасия Кобызева. Здравствуйте. Вот главные темы. Отечественная вакцина от коронавируса находится на стадии госрегистрации. Сколько целевых мест на поступление в вузы получила Якутия? Подробности в этом выпуске. Британки совершили самое быстрое кругосветное путешествие на велосипеде. Отечественная вакцина от коронавируса находится на стадии госрегистрации. Об этом заявил помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов. Ранее глава ведомства Михаил Мурашко сообщал, что созданный центром Гамалеи препарат от COVID-19 может получить регистрационное удостоверение уже в начале августа. Клинические испытания вакцины для профилактики новой коронавирусной инфекции, разработанный Национальным исследовательским центром микробиологии и эпидемиологии имени Гамалеи Минздрава России, завершаются. Вакцина находится на стадии государственной регистрации. Подготовить предложение по развитию внутреннего туризма поручил премьер-министр России Михаил Мишустин главе агентства стратегических инициатив Светлане Чупшевой. Она, в свою очередь, рассказала главе правительства о деятельности агентства в рамках сотрудничества с Минприроды, Минэкономразвития и Ростуризмом. Один из проектов – развитие туристско-рекреационных кластеров вокруг национальных парков. В стране стартовал конкурс на мастер-планы, инвестиционные проекты, которые команды могут предложить вместе с бизнесом, жителями или региональными органами власти. В конце года организаторы выберут 10 лучших проектов, которые будут реализованы уже в следующем году при комплексной поддержке всех ведомств. Мы сейчас работаем над тем, чтобы основные положения мероприятия национального проекта «Туризм» были согласованы всеми соответствующими ведомствами. И очень важно вот именно стратегическое направление. Здесь делать особые акценты в нацпроекте по туризму. Я буду очень рад, если ОСИ совместно с нашими коллегами, эту работу в правительстве курирует вице-премьер Дмитрий Николаевич Чернышенко, внесет туда свой вклад и все идеи, о которых вы сейчас сказали. 100 лесных пожаров бушуют в Якутии. Площадь активного горения 385 гектаров. За сутки возникло 14 возгораний, 11 ликвидировано. Сложная обстановка сохраняется на территории Абыйского, Верхоянского, Среднеколымского, Татинского, Усть-Майского и Тампонского районов, где зарегистрировано 83 очага природных пожаров. Все превентивные мероприятия по противопожарной защите населенных пунктов выполнены. На тушение лесных пожаров за сутки привлекалось 777 человек и 84 единицы техники. В целях ликвидации потенциальной угрозы от лесных пожаров и для защиты населенного пункта Алеко-Кюэль в Среднеколымском районе задействована аэромобильная группировка регионального управления МЧС России в составе 20 человек. В Момском районе базируется авиация МЧС России. В случае ухудшения обстановки для защиты населенных пунктов от лесных пожаров на территории региона в готовности к применению находится аэромобильная группировка Главного управления в количестве 70 человек личного состава и 9 единиц техники. Сегодня глава Якутии Айсен Николаев работает в Тампонском районе. Там сейчас действуют 2 лесных пожара. Первый в 10 километрах от села Крест-Хальджай. Очаг тушат более 40 человек и 2 единицы техники. Второй пожар в 2,5 километрах от села Сайды. В тушение возгорания привлечены 65 человек и 3 единицы техники. В селе Хандыга отмечается средняя задымленность. Напомню, в Тампонском районе продолжает действовать особый противопожарный режим. Норматив патрулирования лесов инспекторами могут изменить. Согласно проекту приказа Минприроды, совершать осмотр необходимо 2 раза в неделю. Патрулирование лесов в день должно длиться 420 минут. Протяженность маршрута при этом при пешем патрулировании должна быть не меньше 8 километров. На ездовых животных не менее 25, на технике не менее 60. Вместе с документом отменяется приказ Минприроды, который установил предыдущие нормативы патрулирования лесов должностными лицами. В нем расчет осуществлялся в 1000 гектарах на одного государственного лесного инспектора. Пенсии вырастут у работающих пенсионеров с 1 августа. При этом на перерасчете могут рассчитывать только те граждане, кто был трудоустроен в 2019 году и за кого работодатель платил страховые взносы в пенсионный фонд.
Подавать заявление для перерасчета выплаты не требуется. Ее размер скорректируют в беззаявительном порядке, исходя из той суммы, которая была перечислена в фонд в 2019 году. Произойдет это вне зависимости от того, будет пенсионер работать 1 августа или нет. Также с этого числа будут проиндексированы пожизненные накопительные пенсии, выплачиваемые через Государственный пенсионный фонд. Их получают граждане 1967 года рождения и моложе. Договоры жилищных сбережений могут ввести в России. Этот законопроект депутаты планируют рассмотреть в первом чтении на одном из пленарных заседаний Госдумы в осеннюю сессию. Сберегательные операции по договорам жилищных сбережений широко используются за рубежом. Западный опыт показал эффективность такого механизма накопления гражданами средств для последующего приобретения жилья, отмечается в пояснительной записке. Механизм выглядит следующим образом. По договору жилищных сбережений банк обязан принимать от вкладчика деньги и зачислять их на счет жилищных сбережений. А по истечении фазы сбережения банк возвращает всю сумму вклада и проценты. Кроме того, предоставляет вкладчику кредит, существенные условия которого оговариваются изначально в момент заключения договора жилищных сбережений. Как поступить в ВУЗ на условиях целевого обучения? Этот вопрос сегодня обсудили в Якутске. Мероприятие прошло в формате «Вопрос-ответ» и транслировалось в прямом эфире на интернет-площадках. По информации регионального Министерства образования и науки, в этом году Якутия получила порядка 150 целевых мест по линии Минздрава России и Центра вузов и 137 целевых мест в медицинский институт СВФУ. В онлайн-конференции приняли участие различные министерства и ведомства, а также высшие учебные заведения республики. У нас остается совсем немного времени до завершения приема документов от абитуриентов на поступление в вузы страны. Это 18 августа в этом году. И есть те, кто поступает не только на общих основаниях, но и поступает в рамках квоты целевого приема. Здесь есть небольшие ограничения, потому что мы принимаем документы до 7 августа для того, чтобы успеть заключить договор, предварительный договор с абитуриентами, которые выразили согласие участвовать в конкурсе на целевые места. Это, напомню, не именные места, это тоже конкурс, и успеть направить это в вузы. Законопроект о праве правительства изменять границы национальных парков обсудят в Госдуме. Документ уже вызвал бурные дискуссии. В России 63 национальных парка, а в границах федеральных особо охраняемых территорий живут около 2 миллионов человек. Как отмечают авторы инициативы, люди, которые живут в таких населенных пунктах, в отличие от всего населения страны, не имеют права ни купить, ни продать, ни завещать свои земельные участки, ни строить на них ничего. Документ предлагает дать им возможность приватизировать эти участки. Также в Госдуму внесен законопроект, который защитит пчел в России на государственном уровне. Автор проекта – лидер КПРФ Геннадий Зюганов. Он считает, что документ позволит осуществлять государственный мониторинг пчел, выявлять и предотвращать случаи их массовой гибели, в том числе от отравления агрохимикатами, а также поддержать развитие пчеловодства. Лидер КПРФ на одной из пресс-конференций в этом месяце отметил, что считает самым гениальным творением Всевышнего женщину, цветы и пчел. Женщина подарила человечеству жизнь, цветы дают семена, а великий эколог, пчела, сохраняет баланс в природе и кормит всю планету. Ремонт дорог продолжается в столице региона. В рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в этом году отремонтируют 22 километра дорожного полотна. На эти цели предусмотрено 1 миллиард 573 миллиона рублей. В список вошли улицы Воинская, Киша-Алексеева, Петровского, Свердлова и другие, а также обустройство кольцевой развязки Гемиин на пересечении Сергелякского шоссе с улицы Якова Потапова. Работы по расширению кругового перекрестка идут по графику, демонтирована прежняя кольцевая развязка. Особенно вот когда не было светофора, здесь не работал. В общем-то, тут трудно было ездить, да. И такое принятие решения, это, я считаю, вполне обоснованным, правильным и нужным. Вот как на Пирогово там сделано тоже и пешеходный переход, светофор поставили, несмотря на то, что там кольцо есть. Также здесь тоже, если будет такая необходимость, то будет поставлен светофор. Новый арт-объект в виде ажурной руки появился в столичном парке культуры и отдыха. Необычную конструкцию изготовил мастер-сварщик Михаил Ситов.
Молодой специалист – неоднократный участник городских выставок и фестивалей. По его словам, арт-объект он создал для популяризации сварочного дела и сохранения окружающей среды. На самом деле это у меня работа первая, надеюсь, не последняя. Я принимал участие в выставках ЕКТ-фест, Артбокс, Sounds of Saha. У меня были там представлены в основном маленькие работы. А что вы обычно делаете? Ну, в основном это, да, именно животные. Вот по цветам у меня были заказы, конечно, металлическим. Ну и там, впрочем, фантастические и сказочные персонажи. Десятки точно. А вот такая большая работа, она у меня первая. Две жительницы Великобритании установили мировой рекорд, совершив кругосветное путешествие на двухместном велосипеде. Подробности у Романа Чурикова. Это должно было стать попыткой установить новое достижение для книги рекордов Гиннесса. Но обернулось еще и гонкой со временем, изменением климата и пандемией. Две жительницы Великобритании, 54-летняя юрист Кэт Диксон и 55-летняя медсестра Рас Марсден, проехали вокруг света на двухместном велосипеде за 263 дня, улучшив прежнее достижение на 18 суток. Когда подруги выезжали в прошлом июне из Оксфорда, они и не предполагали, что ждет их впереди. Думаю, изменение климата и просто погоды стали главными вызовами. Мы ехали через муссоны, а потом в Австралии. В Австралии пришлось как-то избегать лесных пожаров. Ехать в дыму просто ужасно. Да, пришлось менять маршрут. Ведь мы оказались там в самый пик стихии. Ну а потом, разумеется, мы столкнулись с пандемией, уже когда через Африку возвращались в Европу. Так что изо всех сил старались успеть до локдауна. На подготовку путешествия ушел примерно год. Хотя решение об этом приключении женщины приняли за несколько секунд. Обе увлекаются велосипедами и решили, почему бы не попробовать. С прошлого июня они проехали почти 30 тысяч километров через 25 стран на 5 континентах. В день получалось преодолеть в среднем 100 километров. Россию британки объехали стороной, но посетили Грузию. Домой вернулись в марте, причем успели на один из последних перед закрытием границ паромов через Ла-Манш. Для Рас и Кэт это было не только главное приключение их жизни, именно так они описали это путешествие, но и доброе дело. Своим заездом британкам удалось собрать порядка 40 тысяч фунтов стерлингов на благотворительность. К этой минуте у меня пока вся информация. Еще больше новостей на наших официальных сайтах як24.ру и nvk-online.ru. Оставайтесь с нами.